Таджики со всего мира объединились. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как продолжается третий день митинга в Хароге. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних событий. Дестабилизация в прямом смысле ситуации в регионе и повод, опять же, внедрения войска в регион Бадахшан, город Хорог. Сегодня утром тело Гулбидина Зиёбекова и Тутыша Амиршоева, которые 3 дня находились на центральной площади Хорога, будут преданы земле. Об этом сообщили источники из Хорога, находящиеся в гуще событий и близко знакомые с ситуацией. При этом источник отметил, что митинг на площади продолжается. Вместе с телами уехали только 4 машины. Остальные участники митинга остаются на площади, говорит источник. Он также сообщил, что никто из представителей власти до сих пор не вышел к митингующим. Что случилось? Что стало причиной? Причиной стала следующая. Группа молодых людей задержала преступника, который домогался до девушек региона. То есть сотрудники милиции раздавали друг другу номера девчонок и домогались до них. Напомним, ранее делегация митингующих встречалась с председателем области, который заявил, что не знал о ситуации с Гулбидином Зиёбековым, так как в это время находился в Мургабском районе. Как сообщил представитель митингующих Бахтавар Бахтиёров, вчера, 26 ноября, на встречу к ним от лица госструктур пришли министр энергетики страны Далер Джума и депутат местного парламента Азиз Гиёев и прокурор области, который, по словам собеседника, потом ушел с этой встречи. Они озвучили свои требования, но власти никак на это не отреагировали. Также источник сказал, что на сегодняшний день на площади находится около 5-6 тысяч человек. Бахтиёров также отметил, что собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел председатель области Алишер Мирзанабот. Но сама делегация от митингующих против этого и просит его не выходить в целях его же безопасности. «Мы не можем гарантировать его безопасность. Народ возбужден. Мы не уверены, что сможем обеспечить его безопасность», говорит собеседник. Негативное отношение митингующих к председателю связано со слухами о том, что именно он давал команду по задержанию Гулбидина Зиёбекова. Он военный, и когда его назначили, уже появились разговоры о том, что будут такие операции. Естественно, родственники, братья этих самих девушек нашли обидчиков, вызвали на разговор, сняли все происходящее на видео, отчитывали этого преступника и спрашивали, за что ты стоишь перед народом. И он говорит своим языком, что он сделал. Напомним, что одним из требований митингующих является отставка главы области Алишера Мирзанаботова, который был назначен на эту должность 5 ноября этого же года. Также они требуют рассмотреть в кратчайшие сроки дело по факту смерти Гулбидина Зиёбекова и тех, кто стрелял по мирным жителям. Вывести 70% военных, находящихся на территории Хорога, и принять на службы на их место жителей области. А как вы относитесь к такому затянувшемуся митингу? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сам митинг начался 25 ноября. Причиной стала гибель 29-летнего жителя Рошткалинского района области Гулбидина Зиёбекова, который погиб после задержания. Задержали и, более того, убили этих ребят, которые отчитывали того преступника, который домогался до чести и достоинства девушек региона. Односельчане Зиёбекова утверждают, что он был жив во время задержания, хоть и был ранен, но по приезду в Хорог уже был мертв. Также несколько людей погибли на самой площади во время митинга. Комитет государственной национальной безопасности в свою очередь разъяснил стрельбу тем, что группа молодых людей напала на сотрудников милиции и нацбезопасности, которые охраняли здание областной администрации, и нанесли им ранения различной степени тяжести. Относительно гибели Гулбидина Зиёбекова органы прокуратуры области заявили, что он оказал сопротивление во время задержания с применением огнестрельного оружия. В сообщении прокуратуры ГБАО также сообщалось, что Зиёбеков находился в розыске. Но это же не повод убивать человека. В разных странах мира выходцы из ГБАО Таджикистана призывают к мирному решению ситуации в Хороге и справедливому решению всех возникших вопросов. В частности, у посольства Таджикистана в Лондоне, у здания ООН в Нью-Йорке, у посольства Таджикистана в Москве. В российской столице, по разным данным, на митинг вышли до 10 тысяч человек. Как вы относитесь к тому, что таджика уже так достали, что они объединились во всем мире, чтобы отстоять свои права? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!